Именно ее называют биохимической лабораторией человека. Это самый крупный орган пищеварительной системы. Весить может до 2 килограммов, выполнять до 1500 функций и даже сам восстанавливаться. Это я все о печени. О ней сегодня и поговорим в программе. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте, это проект «Наукомания», и мы начинаем. Храп и перепады настроения. Какие симптомы говорят о нарушении работы печени? Почему происходит сбой в функционировании самого крупного органа пищеварительной системы? И злейший враг печени, как алкоголь, разрушает клетки организма. Печень – самый крупный орган нашего организма. Ее вес колеблется от 1,5 до 2 килограммов, длина составляет порядка 30 сантиметров, а высота – 10. Эта железа находится в брюшной полости под диафрагмой. Она расположена в районе правого подреберья, но из-за больших размеров может соприкасаться с желудком в районе левого подреберья. Клетки печени называются гепатоциты, а сама она состоит из двух частей – левой и правой, разделенных между собой связкой, и имеет 4 доли – левую, правую, квадратную и хвостовую. Желчь собирается в правой и левой печеночной протоке. Всю поверхность печени покрывает тонкая капсула, называемая капсулой Глиссона. Аналогичная соединительная ткань составляет как бы каркас печени, разделяет ее ткань на большое количество маленьких долек и содержит в себе сосуды и нервы. Печень называют центральной биохимической лабораторией тела. Каждую минуту в ней происходит около 20 миллионов химических реакций. Этот орган выполняет более 300 функций. Главная задача печени – это очистка крови от тех веществ, которые поступают из кишечника в наш организм. Печень вырабатывает холестерин, контролирует уровень сахара в крови, участвует в синтезе огромного количества ферментов и белков нашего организма. Кровь через портальную вену доставляет к печени все, что кишечник смог извлечь из пищи, и полезные, и вредные вещества. В свою очередь, печень обезвреживает яды и выводит токсины, оставляя в крови только все необходимое для нормального обмена веществ. Сложные вещества она расщепляет и выводит в виде простых соединений. Нерастворимые в воде соединения она переводит в растворимые и тоже выводит. Печень расщепляет белки до аминокислот и синтезирует гликоген, в который перерабатываются излишки глюкозы, а также обеспечивает протекание жирового обмена. Кроме того, в печени происходит метаболизм витаминов и гормонов. В этой железе синтезируется желчь, состоящая из желчных кислот, пигментов и холестерина. Именно эта жидкость участвует в переваривании жиров, усвоении витаминов, стимулирует перистальтику кишечника. И хотя печень – орган по праву уникальный, поскольку может самовосстанавливаться, есть ряд заболеваний, которые служат показаниями к пересадке этого органа. Впервые трансплантацию печени провел Томас Старлс, хирург из Америки, в середине прошлого столетия. В нашей стране такую операцию впервые провели более 10 лет назад. Недавно специалисты из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии пересадили печень годовалой девочке. Незадолго до вмешательства у ребенка обнаружили рак. Печень малышки вырезали, а ее донором стал собственный отец. Часть его железы пересадили дочери. Печень, говорят врачи, будет расти вместе с малышкой. Мы находимся в малом конференц-зале, но еще чуть более 10 лет назад, в 2008 году, именно здесь располагалась операционная. Именно в этой операционной в апреле была проведена первая в нашей стране трансплантация печени. Как это было, узнаем прямо сейчас. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Михайлович Федорук, руководитель отдела гепатологии и малоинвазивной хирургии РНПЦ трансплантации органов и тканей, заслуженный врач Беларуси, доктор медицинских наук, член Государственного экспертного совета по науке и технике по здравоохранению, член Президиума Общества специалистов лучевой диагностики, член обществ хирургов, врачей ультразвуковой диагностики, трансплантологов Беларуси. Алексей Михайлович, расскажите, как это было? Вы уже сказали, вместо цветов, которые сейчас здесь стоял стол. Вот на этом месте стоял операционный стол. Была большая команда, это была единственная операционная, потому что в то время в клинике шел ремонт. Но так случилось, что решили дернуть на пересадку печени пациенту. Ну и сложилось так, что начали работать. Оказалось, что это старт великого пути. Великим таким локомотивом стала сама трансплантация печени, которая подняла всю трансплантологию в нашей стране. Ну и в результате мы
на сегодняшний день имеем возможность оказывать высокоспециализированную, квалифицированную помощь нашим пациентам. Сколько сейчас трансплантаций в год, если есть такие цифры, проводятся в центре? Суммарно за год выполнено более 500 трансплантаций органов. Есть еще трансплантации тканей, когда пересаживаются клеточные компоненты, трансплантация костного мозга. Если взяться стартовые позиции, с которой мы начинали, на 2006 год в мировом регистре Беларусь значилась как 8 трансплантаций почки в год. Сейчас иногда мы в день столько трансплантаций почки делаем. А как часто к нам в страну, к вам приезжают иностранцы именно для пересадки печени? Нам разрешено государством до 8, максимум 10% всех трансплантаций выполнять иностранным гражданам. Например, граждане из рядом лежащей Украины, где пока нет, из других стран. Есть страны из дальнего зарубежья, например, из Японии, где есть программы, но они сталкиваются с осложнениями, с которыми справиться сами не могут, потому что у них родственная трансплантация, а у нас она трупная. У нас есть и та, и трупная, и родственная. Но при такой ситуации можно сделать трупную трансплантацию. Ну вот у нас таких было уже 7 пациентов из Японии. Это чужой орган. Насколько вот этот процесс отторжения, приживания, как часто вы сталкиваетесь вот с такими подобными проблемами? Это стереотипная реакция отторжения. Именно поэтому пациенты после трансплантации получают так называемую иммуносупрессивную терапию. Степень выраженности этой терапии индивидуальна. Более того, с течением времени приблизительно у 10% формируется иммунотолерантность, то есть организм воспринимает пересаженный орган как собственный родной, и лекарства в этой ситуации уже становятся не нужны. Они бывают нужны на коротком промежутке времени, а дальше без этого. Еще у 10% происходит минимизация такая, что 1 таблетка в неделю. К сожалению, 80% должны получать постоянную иммуносупрессию, больше, меньше, это индивидуально и зависит от исходного состояния иммунитета и заболевания самого. Показанием к трансплантации органов являются любые терминальные состояния заболевания печени. В первую очередь это цирроз любой этиологии. В ряде случаев это метастазы нейроэндокринных опухолей, которые нельзя удалить, они полностью забиты, только при очень строгих показаниях. У детей это гепатобластомы, например, билярные атрезии различные. У нас есть, конечно, пациенты на фоне циррозов с гепатоцеллярным раком. Им тоже выполняем различные рода абляции, химиэмболизации, чтобы подготовить, и потом выполнять трансплантацию. Я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут прерваться. Давайте посмотрим сюжет о влиянии алкоголя на здоровье нашей печени, а потом вернемся к разговору. Если есть возможность не пить, то лучше спиртное не употреблять, говорит директор Института биохимии и биологически активных соединений Игорь Семененя. Ученые института изучают механизмы патогенеза заболеваний печени и, в частности, влияние алкоголя на нее. Патологические изменения, которые происходят в железе при длительном употреблении алкоголя, называются алкогольной болезнью печени, и протекает она в нескольких стадиях. Первая – стетогепатоз или жировой гепатоз. Когда триглицериды или нейтральные жиры в виде там более крупных или мелких капель накапливаются в клетках печени. Ну и, конечно же, нарушают функции печени. Жировой гепатоз или жировая дистрофия печени отмечается у 80-90% лиц, злоупотребляющих алкоголем. Следующая форма алкогольной болезни – алкогольный гепатит. При попадании в печень токсины превращаются в ацетальдегиды. Это вещество и разрушает клетки печени. Более тяжелой формой является фиброз. Фиброз – это разрастание так называемой соединительной ткани в печени. Когда разрастаются клетки соединительной ткани, фибробласты или миофибробластоподобные клетки в печени, которые трансформируются из липоцитов или сталоцитов печени. Они продуцируют коллаген, например. Это основной белок соединительной ткани. И замещается ткань печени, в частности вот гепатоциты, клетки печени, соединительной тканью. Соответственно, страдает печень. В финальной стадии может стать цирроз печени, но в отличие от него фиброз обратим. Сотрудники института изучают, как субстанции растительного происхождения влияют на пораженную печень. Испытывать лекарственные препараты помогают крысы.
И на фоне этого вводим наши препараты и смотрим потом гистологически, то есть это на срезах печени поражение, и берем ткани для исследования биохимических, так сказать, показателей. Среди растительных лекарей для печени – экстракты краснокочанной капусты и кожуры клюквы, а также субстанция коры березы – петулин. У нас тоже коллеги выделили и очистили до степени очистки 98% эту субстанцию, но она труднорастворимая. Мы использовали так называемые циклодекстрины, это какие-то аналоги крахмала, сложные углеводы. Они представляют собой такие чашечки, внутрь которых мы включаем вот эти нерастворимые молекулы. И они становятся как бы растворимыми. И повышается их биологическая доступность, то значит, они поступают в ткани, органы пораженные и действуют там. И, соответственно, фармакологическая активность. Сейчас вместе с коллегами из Польши исследуются экстракты зеленого и обжаренного кофе и какао. В них содержится хлорогеновая кислота, которую при должных показателях также будут использовать в лечении заболеваний печени. Такой на слуху у всех диагноз, как гепатит. Многие считают, что вот с этим диагнозом это тоже прямой путь к трансплантологам. Что скажете? Раньше основная проблема, буквально до 2-3 лет назад, был вирусный гепатит С. На сегодняшний день имеем настолько хороший спектр противовирусной терапии, что 12, максимум 24 недели вируса нет. То есть эта проблема решается просто. С вирусным гепатитом Б сложнее. Здесь приходится препараты пить пожизненно, но это тоже лечится. Вот если их не лечить, то эта ситуация закономерно закончится циррозом, на фоне которого будет рак. 100%. Сейчас начался вал другой пациентов. Это пациенты с метаболическими синдромами, с перееданием, у которых есть стеатоз печени, на фоне которого развивается так называемый статогепатит. То есть микро- или макровезикулярный стеатоз или комбинация их, чаще всего макро, приводит к тому, что инфильтрация клетками вызывает воспаление. И все протекает по такому же сценарию, как при вирусных заболеваниях, только более медленно. И все это заканчивается таким же циррозом. Мы должны пересмотреть наши отношения к тому, что мы едим и сколько мы двигаемся. Потому что наша система рассчитана на простую вещь. Все, что мы с вами съели, должно быть физически израсходовано. Если мы не израсходуем, наш организм запасет это про запас. А основной запас – это, к сожалению, жировые складки. Развеем еще один миф об алкоголе, о влиянии алкоголя на печень. Уже говорили об этом процессе, так скажем, в сюжете. Но ведь не всегда же люди попадают к вам, ну, скажем так, злоупотребляют алкоголем. Или все-таки всегда? Я вам скажу правду, как она есть. Несмотря на то, что наш народ любит употребление этих напитков, но дело в том, что исследования показали, что, оказывается, таких пациентов с алкогольной болезнью печени от 11 до 17% максимум. Более того, очень часто человек, злоупотребляющий алкоголем, не имеет заболевания печени. И хронический алкоголизм и алкогольная болезнь печени – это не одно и то же, это неравнозначное понятие. Может быть человек, злоупотребляющий алкоголем, без заболевания печени, может быть человек, злоупотребляющим алкоголем с заболеванием печени, и, может быть, злоупотребляющий, но иметь другие заболевания печени, не вызванные алкоголем. Это комбинации. Поэтому рассматривать это нужно через призму того, как правильно и как грамотнее оказать помощь этому человеку, только всего. У меня еще осталось несколько к вам вопросов. Буквально на несколько минут еще раз прервемся, послушаем терапевта о симптомах, которые говорят о том, что стоит показаться к врачу. Биохимическая лаборатория организма со своими функциями справиться может не всегда. И тогда в жировой ткани могут откладываться токсины в ожидании, когда работа печени придет в норму. В это время наш организм начинает подавать сигналы о том, что есть проблемы. Одним из признаков снижения активности печени является снижение активности мозговой деятельности. Это испутанность сознания и провалы в памяти, и даже трудности в принятии решений. Больной может чувствовать нехватку энергии и раздражение. Причиной этому может стать пониженный сахарный
сахар в крови, рост глюкозы, также недоработка печени. Дисбаланс половых гормонов тоже может означать, что печень не справляется с темпом вашей жизни. Крупнейшая железа нашего организма отвечает и за иммунитет. Если вы подвержены простудным заболеваниям, возможно, организму не просто не хватает витамина С, но это может быть поводом для внеплановой проверки печени. Звуковым сигналом о проблемах может стать апноэ, в народе храп. Во время сна у человека легочная вентиляция длится более 10 секунд. В тяжелых случаях она может достигать и 2-3 минут. Что касается питания или каких-то вредных факторов, то есть это алкоголь, это злоупотребление лекарственными препаратами какими-то, злоупотребление жирной пищи или где-то фастфудом, неправильное питание, то, конечно, это может нанести вред печени и проявиться, в общем-то, заболеваниями печени. Это и жировая дистрофия, жировой гепатоз печени, возможно развитие гепатита и замещение клеток печени соединительной тканью, развитием цирроза. Чистить печень самостоятельно я бы не рекомендовала. То есть достаточно того, если человек будет соблюдать правильный образ жизни, разумно относиться к алкоголю, вести активный образ жизни, умеренные физические нагрузки иметь. И, в общем-то, печень будет работать достаточно хорошо. Это «Наукомания», и мы продолжаем. Когда свой организм не справляется, какие показания для пересадки печени? Как проходит операция по трансплантации пищеварительной железы? И можно ли таблетками печень восстановить? Сейчас в последнее время модно рекламируют очень много таблеточек. Пропейте курс и, значит, поддержите печень. Как специалист скажите, может быть, действительно там раз в полгода и все хорошо? Могу вам сказать простую вещь. Таблеток, которые чистят печень, не существует. Это ложь. Вообще клетки почистить нельзя. Если клетка повреждена, она погибает. На ее место рождается новая клетка. И если новая клетка подвергается таким же факторам агрессии, как были раньше, например, переедание капли жира, вирусный гепатит, вирус заражает, например, отложение железа в виде гемохроматоза, железа, то происходит все то же самое. Если же мы с вами прерываем этот каскад, то нам нужно приблизительно 48 месяцев для того, чтобы орган восстановился. 4 года. Вот все, клетки обновлятся. Но если вы уберете все факторы, препараты же, которые мы используем, каждый из них имеет свою химическую формулу. Каждый из них имеет свою конкретную точку приложения. Например, препараты расторопши. Это препараты, которые стабилизируют всего лишь клеточную мембрану. Больше они ничего не делают. Противовирусные препараты. Например, ингибиторы серийных протеиназ, они только ингибируют серийную протеиназу, чтобы вирус не делился. Препараты многокомпонентные могут и блокировать вирус, и транскрипцию вируса, и блокируют систему, которая трансформирует лекарства. За счет этого концентрация держится. Разные точки приложения. Вот и все. Поэтому универсальных препаратов нет. Как часто, может быть, нужно обследоваться? Если у вас офисная работа, и вы адекватно живете без всяких, раз в 2 года достаточно. И если появляется какая-то симптоматика, вы к ней идете к участковому терапевту, у нас достаточно грамотный специалист. Если нужна специальная подготовка, специальные исследования, значит, к специалисту, специалист решает, какие. Потому что бывает, что это нужна КТ-ангиография, магнитно-резонансная томография, биопсия, какие-то интрационные контрастные исследования. Разные вещи есть. Здоровый образ жизни, в том понимании, в котором сейчас это модно и хорошо, как с печенью, как она с этим дружит? Она хорошо на это реагирует. Она любит свежий воздух, она любит физическую нагрузку, она любит здоровое питание, она любит кофе. Кофе. Потому что кофе – антиоксиданты, кофе – прекрасный стимулятор перфузии. И 5 чашек кофе – это профилактика рака печени. Так а сердце что? Оно уж, наверное, не очень. Это другое. Вы меня про печень спрашиваете. Это в системе организма, в принципе, если вы позволяете себе нормально питаться, заниматься в тренажерном зале, с сердцем должно быть все в порядке, вы тренируете мотор. Так что все должно быть хорошо. Хорошо, мы все-таки затронули тему, так скажем, крайностей в еде. Да. Как насчет этих крайностей в еде? Что печени больше будет по душе? Честно говоря, печени все равно. А она вам будет говорить только о дефиците. Когда дефицит белков,
дефицит жиров, дефицит углеводов. Когда дефицит любой развивается, когда дефицит микроэлементов, витаминов, вот тогда у вас будут все проявления. Поэтому если у вас сбалансированное питание, белки, жиры, углеводы, неважно какого они происхождения, это уже дело привычки. Но чем разнообразнее пища, тем лучше. И что самое важное, все, что вы съедаете, энергетически должно тратиться, иначе будет плюс масса. Любой набор массы будет сопровождаться отложением капель жира в печени. Поэтому пациент вроде не толстый, а жировой гепатоз есть. Максим Михайлович, мы все с вами о взрослых, да, а вот давайте, может быть, немножко о детях с токсическими какими-то веществами. Тут как бы навряд ли могут быть, но опять-таки, наверное, образ жизни, мало движения тоже могут возникнуть проблемы и на раннем возрасте. У детей, как правило, двигательный режим большой. Другое дело, что у них основные вещи – это этапы созревания и этапы сдачи экзаменов. Там, где дети вынуждены сидеть, готовиться, не бегать, не играть. Здесь нужно грамотные системы планирования нагрузки любой, и физической, и психоэмоциональной. Больше ничего. Возвращаемся к тому, с чего начинали, к трансплантации. Донорские органы. Да. Сейчас уже я знаю, что общество по сравнению 5 лет назад, 10, оно по-другому воспринимает это все. То есть раньше как-то к этому вообще настороженно относились ко всем донорским органам, передаче, отдаче и так далее. По-прежнему используем, так скажем, органы от умерших людей. Я правильно понимаю? Мы используем и от умерших, и от живых. И родственная трансплантация. Родственная трансплантация. Родственная трансплантация у нас используется в основном детям. Обычно от родителей к ребенку. Обычно это маленькие детки. И используется это в тех случаях, когда для этого ребенка лучше будет так. Что касается другой ситуации взрослой, конечно, это доноры со смертью мозга, но с бьющимся сердцем. В нашей стране мы работаем по такому. У нас презумпция согласия в законе прописана, трупное донорство, но бьющееся сердце у донора. То есть это дважды с интервалом в 6 часов, много тестов для констатации смерти мозга, а дальше пациент уже перестает быть пациентом и переходит в разряд возможных доноров. А дальше он тестируется, потому что, например, он якобы вероятный донор, например, у него находится рак кишечника, рак желудка, рак почки. Он перестает... Могут быть метастазы. Даже если нет метастазов, мы просто не забираем. Или наличие других вирусных заболеваний каких-то. Вот о чем речь идет. А вот что касается конкретно трансплантации печени, с учетом ее уникальных возможностей, способностей, да, самовосстанавливаться, весь орган пересаживается или какая-то часть? Вот я думаю, что многим это будет интересно. В основном взрослому полноразмерный, ребенку в зависимости от массы тела. До 30 килограммов – это 2 сегмента, так называемая леволатеральная секция. Больше – это может быть идти левая доля или правая доля. Максим Михайлович, спасибо огромное, что нашли в первую очередь для нас время, потому что знаем, что у вас его всегда не хватает. А мы продолжаем, и у нас еще один сюжет, рубрика «100 идей для Беларуси». 100 идей для Беларуси – ежегодный конкурс, организатор которого – Белорусский республиканский союз молодежи. К участию принимаются проекты по нескольким номинациям. Главным критерием отбора является практическая польза. По итогам 2018 года в номинации «Био и наноиндустрия» победителем стала старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Анна Полешко. На конкурсе автор презентовала свой проект создания коллекции индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями. Созданные в искусственных условиях аналог эмбриональных стволовых клеток, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, обладают рядом отличающих их от других типов клеток свойств и характеристик. Среди них, конечно же, это возможность и способность к неограниченной пролиферативной активности. И вторая их отличительная характеристика, очень важная для медиков и биологов,
Это способность в искусственных условиях, в условиях пробирки лаборатории при добавлении определенных препаратов превращаться во взрослую специализированную клетку, совершенно любую клетку взрослого организма. Именно эти свойства делают, по сути, индуцированные плюрипатентные стволовые клетки уникальной модельной тест-системой, которая, по сути, имитирует в условиях пробирки патологические органы, систему клеток, ткани, которые обладают рядом биохимических, биофизических особенностей, характерных для той или иной патологии. И конкретно мы можем воссоздать ту систему клеток, тканей, которые в первую очередь страдают при развитии того либо иного редкого генетического заболевания. Таким образом, создание коллекции охарактеризованных, индуцированных плюрипатентных стволовых клеток от пациентов с редкими генетическими заболеваниями позволит решить проблему подбора достаточного количества пациентов для создания и тестирования лекарственных препаратов, новых протоколов лечения, основанных в том числе на использовании клеточных генных технологий с целью персонализированной терапии трудноизлечимых заболеваний человека. Этапы создания коллекции линий индуцированных плюрипатентных стволовых клеток человека представляют собой непрерывный технологический процесс, который начинается от эксплантации либо забора биологического материала от пациента с редким генетическим заболеванием, получением культуры соматических клеток, их репрограммирование, получение индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, наращивание их достаточного количества биомассы, замораживание и криохранение до момента востребования конечным потребителем. Это была «Наукомания». Я, Екатерина Берецкая. Говорили сегодня о биохимической лаборатории нашего организма. Именно так называют печень. Увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24».